И кто знает, может быть, уже тогда у горских женщин появилась мечта, которую так успешно удалось осуществить пилоту-инструктору Ляле Насухановой. Раз Лялю к звездам позвала природа, путь заказал к высотам взлет орла. Она пошла, нелегкий путь прошла, такая уж была ее порода. Эти строки народная поэтесса Чечено-Ингушетии Раиса Ахматова посвятила Ляле Насухановой. Известно, что поэт Иван Минтяк посвятил ей целую поэму «Земное небо», а известный советский художник Валентин Мордовин написал картину, образом которой явилась первая чеченская летчица. Землячка Ахматовой, Лиля Насуханова, первая горянка, взлетевшая в небо. Я очень благодарен вам и вашему телевидению за то, что вы обращаетесь к знаковым людям из числа нашего народа и прошлых времен, и настоящих времен, среди которых очень много воистину исторических личностей. Одна из таких личностей – наша легендарная, первая и единственная летчица Ляля Насуханова. В судьбе Аллаху было так угодно, мы были соседями по дому, по Грибоедовой улице. Еще в советские времена, я был молодой совсем, еще школьник. И когда узнал, что у нас такая знаменитая соседка, я гордился этим и везде, и в школе, где учился, рассказывал. В нашем подъезде на 3-м этаже рядом с нами соседка, легендарная летчица. Потом, будучи соседями, наша мама, Ляля, ее супруг Аслан, они заходили в гости друг к другу, общались. И мы невольно тоже с уважением относились к этой легендарной летчице. Она была кумиром молодежи 60-70-х годов. Молодежи, которая жила мечтами о романтике строительства светлого и счастливого будущего. Она была символом веры в собственные силы и возможности. Ее ставили в пример, ею гордились, с нею советовались. Ее засыпали письмами девочки, которые стремились быть такими же смелыми и свободными в своем выборе, как она. О ней снимали кинофильмы. Это о ней писала центральная газета «Правда» в 1963 году. Вот Ляля Насуханова, первая летчица-чеченка. Она летает над морями и над горами. Летает и в ветер, когда даже орлы не осмеливаются подниматься в воздух. Это о ней говорил космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Береговой в газете «Советская Россия» в 1979 году. Многих пилотов повидал я на своем веку, но, признаюсь, редко кого можно сравнить с Лялей по трудолюбию, настойчивости, любви к небу, к авиации. Она отлично знает теорию. Тренироваться готова бесконечно. Будет отрабатывать фигуру высшего пилотажа до тех пор, пока не получится безукоризненно. Ее звали Ляля Андарбековна Насуханова. Я знаю, что она в советское время входила в десятку сильнейших военных летчиков, в десятку. И она почти одна была, еще там одна была, она женщина, да еще чеченка. Она говорила, что единственная мечта, которая у нее не сбылась, это в космонавтику. Ее взяли, она там год, что ли, училась, проходила. Ляля Насуханова родилась в 1939 году. Родом она из Старых Атагов, древнее село, знаменитое своей историей, откуда вышло великое множество выдающихся творческих людей Чечни в прошлом, а затем и Чечено-Ингушетии. Ученые, лингвисты, писатели, военные, спортсмены,
врачи и педагоги, музыканты и артисты. Родной дедушка народного артиста Советского Союза Муслима Магомаева, Абдул-Муслим Магомаев, советский композитор, один из основоположников азербайджанской классической музыки, родился и вырос в Старых Атагах. Илес Вахидович Татаев, советский и российский кинорежиссер и сценарист, основатель национальной кинематографии, скульптор, родился вот в этом доме и закончил свой жизненный путь здесь же, по улице Гайтемирова, 13. Знаменитый на весь мир советский балерон, народный артист Советского Союза Махмуд Эсамбаев, писатели Халид Ашаев и Магомед Сальмурзаев, Абдулхамид Хамидович Хамидов, автор бессмертной комедии «Божали». И это не полный список тех выдающихся атагинцев, славивших нашу республику на весь мир. Это вопрос ко времени, это вопрос к жизни, это вопрос к энтузиазму, желанию, выходцу. Есть же золотая жила, или в Южной Африке алмазы добывают, в Якутии золотая жила. Есть же подземные эти угольные жилы, уголь добывают. Ну и здесь как-то пошло у нас. Село Старые Таги издревле считается одним из самых цивилизованных, из которого вышли такие замечательные люди, как Нажаев, Сельмурзаев, знаменитый, выдающийся артист, танцор, народный артист Советского Союза, герой социалистического труда Махмуд Эсамбаев. У нас в селе известные люди, как Хамидов, Абдулхамид, известный сценарист, писатель, автор известной бессмертной комедии «Божали». У нас в селе есть в настоящее время 9 докторов наук медицины, филологии, истории. Есть академик. Это заслуженный деятель искусств, кинорежиссер, скульптор Татаев Ильяс. Есть чемпион Олимпийских игр, чемпион мира, Европы Альбиев Исламбек. Есть молодые ребята, это Сааев Изнаур, Турлуев Ахмед, чемпионы России по дзюдо. Вот наши 3 женщины, доктора наук. Так получилось, что в нашем селе. Зулай Мутушевна Багалова – народная артистка России, в прошлом и настоящем прима Чеченского драматического театра имени Нуродилова. Познакомила и подружила ее с Лялей Насухановой война. До этого каждая из них жили своей жизнью. Одна покоряла небо, другая – сцену. В 1995 году Зулай Мутушевна собирала материал о достойных людях нашей республики для своей книги «Чечня. Право на культуру». И впервые встретилась с Лялей Насухановой. Они долго говорили о трагедии народа, о войне, о той несправедливости, которая происходила на их глазах. Это интервью стало последним откровением Ляли Андарбековны Насухановой. Когда мы выпускали книгу, моя организация «Чечня. Право на культуру», почему мы ее задумали? Потому что в то время весь мир показывал Чечню, война в Чечне, а Дагоич, Сагоич, Цаирч, Мяттер, Зудри, Вайдзудри, Хазмабу. И мне захотелось вот эту книгу. Люди боялись дать интервью. Мы в закрытом помещении, я их фотографировала. Вот это «Чечня. Право на культуру». Так она попала в мою книгу. Я пришла в обком профсоюза, Ляля возглавляла отдел культуры. И она сидела у батареи, а батарея, по-моему, холодная была. Она вот у батареи сидела, грелась, что ли. Вот строки из интервью Ляли Андарбековны о своей жизни. Цитата. «Все началось в далеком детстве, в городе Джамбул. Неподалеку от нашего дома был аэродром. Здесь же находился и дом пилотов. Я не могла не попасть под влияние этих людей, представителей такой мужественной,
и в полном смысле этого слова неземной профессии. Меня воспитывала мама и ее брат, который заменил мне отца. В семье ценили образование. В школе я любила математику и физику. Мама мечтала видеть меня врачом, однако с ранних лет я мечтала только о небе. Поначалу мою мечту никто всерьез не принимал. Надеялись, повзрослею и одумаюсь. Но я зря время не теряла. Посещала авиамодельный кружок в городском дворце пионеров. Регина, я об этом наслышан, что она еще, будучи молодой девушкой, обучая в школе, читая книжки, полюбила авиацию и посчитала, что все-таки за этим новшеством, за авиацией будущее. И она пошла учиться на летчицу, и там уже, там, наверное, какой-то клуб был, ДОСААФ, как это раньше называлось. Я толком не могу не знать, но я знаю, что она еще, будучи в нашей ссылке, она уже там была таким живчиком, человек, девушка, которая с гордостью носила имя чешской девушки. И пошла учиться и начала там постигать профессию летчицы. В 1944 году семья Насухановых, как и весь чеченский народ, была выслана в Казахстан. В 1955 году они переезжают в Алмату, и это был для Ляли звездный час. Девочка, мечтавшая о небе, тайно направляется в республиканский аэроклуб, но там ей отвечают, что в летный отряд девушек не принимают. Правда, там числились несколько летчиц, но это были те женщины, которые получили эту профессию еще в Великую Отечественную войну. Тогда Ляля записывается в парашютный кружок. Начальник отряда на свой страх и риск принял девочку из спецпереселенцев. Первым делом самолеты. Ну, а девушки потом. Ясный. Очередной прыжок. Но каждый раз это проверка на выдержку и смелость. Из интервью Ляли Насухановой. Мои попытки попасть в этот летный отряд ни к чему не привели. Единственное, чего я добилась, это разрешение один раз прыгнуть парашютом. Да и то, как мне сказали, лишь потому, что руководство клуба было уверено, что после этого я сама убегу. Но этого не произошло. Жили мы рядом с аэродромом. Здесь находился и дом пилотов. Помню дядю Васю, одинокого летчика, потерявшего семью в блокадном Ленинграде. На его самолете я и совершила свой первый полет. И пока мы жили в Алмате с парашютом, я напрыгалась вдоволь. Но я познакомилась там с действующими летчицами-испытателями Валентиной Гризодубовой и Ниной Руслановой, а немного позже и с Евдокией Бершанской, бывшим командиром Таманского женского полка ночных бомбардировщиков. Это укрепило меня в намерении стать летчиком. Может быть, уже тогда у горских женщин появилась мечта, которую так успешно удалось осуществить пилоту-инструктору Ляле Насухановой. Мечта о высоте. Я еще была маленьким ребенком, маленьким вообще, в Казахстане мы жили. И я уже знала об этой женщине, Насухановой. Мы жили в Казахстане. Мы из Казахстана приехали в 70-х годах сюда, в начале 70-го. Ляля была, она, конечно, старше меня была. Она уже летала, она уже была опытной спортсменка, летчик-спортсменка. Она победительница соревнований СССР была. Она очень легендарная личность. А мы о ней слышали в Казахстане. О ее знаменитой «восьмерке», которую она выполняла в воздухе, мы слышали, да. Я думала, вот Ляля Насуханова может летать, почему я не смогу летать? Хотя, когда я приехала в Грозный, когда вот в школе там спрашивали, кем вы будете, я когда говорила, я буду летать, все такое, все смеялись надо мной. Ну, тоже, мол, нашла профессию, ты же чеченка, вряд ли ты будешь когда-то летать. Ну, не верили, что я буду летать. А я про себя думала, если Ляля Насуханова летала, почему я не буду летать? Пробиваться в мужскую профессию женщинам было непросто, а добиваться этого спецпереселенки
дочери врагов народа, казалось совсем невозможным. При слове «чеченец» у тогдашних чиновников разного ранга вытягивались лица, и, возможно, они и хотели бы помочь по-человечески, но была установка. Грудьев Асланбек Валерьевич в прошлом летчик-инструктор, полковник авиации, прошел весь долгий путь службы от курсанта летного училища до начальника аэроклуба парашютистов в Грозном. На его счету сотни обученных летать юношей. В авиации есть свои карьерные ступени и подводные камни, говорит он. Однако национальность в те времена становилась главной помехой и в учебе, и в службе. Несмотря на 5-ю графу в паспорте, Ляля Насуханова добилась многого, говорит Асланбек Валерьевич. Это несправедливое отношение к его национальности коснулось и его. И только фамилия, имя и отчество, данные ему еще в детском доме в Казахстане, помогли ему построить карьеру летчика. В том-то дело, если бы я раньше был Исмаилов, конечно, такого роста не был. Я дослужился бы максимум до майора. Расскажите вот историю, как попали в детдом, получили... Значит, когда нас выслали в 1944 году, мы, проезжая станцию Арысь, там мать вышла со мной набрать воду, поставила меня, и пока набирал воду, поезд тронулся, ее шел, а я остался в детдоме. После этого мы через 6 или 7 лет, я уже не помню, дядя меня разыскал, нашел. Имя я и сам не знаю, как там, вот так, видимо... Может быть, по имени директора детдома раньше называли? Не знаю, вот это я не могу сказать, как. Какой-то документ сделали, видимо. Как ваша фамилия, имя и как она должна называться, скажите? Вот, значит, фамилия должна быть у меня Исмаилов Асланбек. А вот в связи с тем, что я учился, уже остался эта фамилия, я уже поступал. Хотел заменить фамилию. Не заявили. Если вы будете менять фамилию, мы не можем вам доверить сверхзвуковой самолет. Вы представляете, что мне говорят? Вы чеченец. Что же делать мне? Моя мечта была летать на самых современных самолетах. И когда мне заявили партия не может вам доверить сверхзвуковой самолет, вот так. Я оставил фамилию, естественно. Занимаясь в аэрокружке, юная девушка Ляля работала в типографии. Зарабатывала мало. Совершив свои первые 11 прыжков, она сразу же заняла 3-е место, и ей нужно было заплатить за присуждение разряда 200 рублей. Большие деньги для тех времен. И она написала ходатайство руководству о внесении этой суммы за нее. И так случилось, что эту бумагу дома нашла мама Ляли и поняла, чем была увлечена ее дочь. И, как вспоминала позже Ляля Андарбековна, начался жуткий скандал. Потом собралась вся родня, умоляли, но девушка твердо заявила: «Буду летать». Тогда вовремя она говорила, что я хочу быть летная, хочу это училище. Потом, значит, у нее все время было на уме вот это воздух там, это самое, небо. И вот она, значит, мы еще там удивлялись, девушка, и хочет все время на самолетах, понимаешь. Отец вот, Андарбек, он не особо, так сказать, пройдет у нее там, типа такого. Она говорит, вот бывает вот девушка какой-то, вот эта идея есть вот на лице видно, что этот человек добьется того, что захочет, понимаешь? Эсет Махаури в прошлом профессиональная парашютистка, мастер спорта, ставшая легендой парашютного спорта в стране. На ее счету более 2000 прыжков и почти столько же воспитанников. В советское время работала инструктором Центрального парашютного аэроклуба в Грозном.
подготовила многих советских парашютистов. Это, вот, кстати, знаменитая Валентина Закарецкая. Она чемпионка, многократная чемпионка мира. Настолько это был прекрасный человек, настолько она была простая. Мы на нее смотрели как на чудо какое-то. Это единственное. Ее рекорд никто и не побил до сих пор. Она еще в детстве слышала о знаменитой парашютистке Ляле Насухановой, которая была кумиром молодежи тех лет. И это не могло не послужить примером. Кроме того, что страсть к небу у Исет была заложена с малых лет. Я вот всю жизнь мечтала летать, прыгать. Это было, наверное, я так родилась, не знаю, потому что у меня не было вообще в мысли другой профессии, чтобы я что-то хотела там помимо летать, ну вообще не было. И, может быть, это еще у меня папа возил хлеб, он был водителем у нас в Казахстане. Первый раз я увидела парашютистов, когда он меня с собой брал покатать, ну, ездила я с ним. И я первый раз увидела вдалеке, в поле, эти белые купола. И это меня так вот прям, хотя до этого я летать хотела. Я хотела быть летчиком обязательно. Небо, жизнь моя должна была быть связана только с небом. У меня не было другой кто-то мечтал там профессором быть там, или продавцом быть, или еще что-то там. У каждого своя мечта, журналистами быть, там, артистами. А у меня была мечта только летать. И когда и в школе, и с детства я не могла о другой профессии вообще. Я не представляла себя, что я кто-то буду, только не летать. Вот с этой мыслью росла. Когда мне исполнилось 16 лет, вот у нас вот тут вот на Катаяме внизу находился учебно-авиационный центр. И там прыгали, и у нас был один любитель неба, наверное, который молодежь подтягивал к этому. Я попала в эту группу, и первые 3 прыжка я выполнила вот здесь, в учебном авиационном центре, под руководством ныне он покойный Вантюсова. 1953 год. После возвращения чеченцев на родину Ляля немного растерялась, не зная, как реализовать свою мечту. Как-то в Грозном, на улице, она увидела незнакомого юношу со значком парашютиста. А подойти неудобно девушке, к незнакомому парню. Так и ходила за ним по городу 1,5 часа. Наконец тот заметил слежку и сам подошел с вопросом: «Девушка, вы что за мной шпионите?» Ляля объяснила цель своего так называемого шпионажа. И тот рассказал, что в Грозном есть филиал Махачкалинского аэроклуба, где после 6 месяцев обучения курсанты получают возможность управлять самолетами. Девушка не мешкала, сразу же подала заявку и была принята, но с некоторыми ограничениями. Из интервью Ляли Насухановой. Я поехала в Махачкалу, где опять столкнулась с тем же препятствием. Девушек из числа спецпереселенцев в авиацию не брали. Я добивалась своего как могла, писала во все инстанции. И меня взяли нештатным курсантом. Надо сказать, что все летчики и инструкторы относились ко мне дружелюбно, но поблажек никаких не делали. Впрочем, я их и не ждала. Жила у родственницы. Каждый день в 3 часа утра через весь город шла на аэродром пешком, чтобы отлетать положенные часы. В первом самостоятельном полете, это был самолет Як-18, я пела и кричала от счастья. Наконец-то я поднялась в небо. И через некоторое время она там училась, включилась там, и все это там. А потом мы 57 год мы вернулись домой, и она уже здесь закончила, там в Махачкале она работала, и там встретила Аслан, муж, вот, и так вот. Создали семью, да? Да, и 2 детей у них потом, это самое. После завершения обучения в аэроклубе Махачкалы Ляля Насуханова
направилась в Центральный летный техникум в Саранске, где поступила в летное училище, но не сразу. Это был сильнейший центр подготовки. И этот тернистый путь проходил через генеральный штаб. Из воспоминаний Лялины Сухановой. Так я попала в город Саранск, где готовили летчиков, инструкторов и летчиков высшего пилотажа. По приезду я узнала, что на мое место из Махачкалы прислали молодого худенького паренька Григорьева, с которым я вместе училась летать. Я не могла не уступить ему это место. Будучи еще девушкой, любила небо, любила это направление. Она поступила в училище, закончила взлетную школу там и так далее. Вот она летала на МиГ-17 даже. И она даже здесь памятник поставила этому самолету. Мы ее называем Ляля, летчица-горянка. Статные, стройные, красивые, гордые, сдержанные, порядочные, уважающие нацию. Это горянки. Ламчурт, зудебейш, ломан, я. Так мы называли. Она жила в центре села, ее отец Андарбек был председателем телерадиовещания одно время, но потом заболел, отклонился. Она работала, она служила в летной эскадрилье, потом она ушла на пенсию и работала в органах коммунистической партии, то есть в райкоме партии. У нас в Грозненско-сельском райкоме она была вторым секретарем райкома партии. Программа обязательного упражнения для женщин такая же, как и для мужчин. Ляля Суханова уверенными руками взялась за штурвал учебы и вскоре отличилась на соревнованиях по высшему пилотажу. В одном из сегментов соревнований в Ростове-на-Дону она заняла первое место, опередив 26 пилотов-мужчин. На чемпионате страны 1962 года в Самаре она заняла второе место среди 54 спортсменов в личном зачете. Однако она не была допущена к участию в каких-либо командных упражнениях. В 1963 году она стала бронзовым призером среди 35 спортсменок первых московских соревнований по аэроспорту среди женщин. В том году газета «Правда» хвалила ее подвиги, говоря, что она летит по ветру там, где даже орлы не смеют подняться в воздух. Быстрокрылой мечтой отрывается от земли самолет и уходит в небо. Его ведет бывший военный летчик, командир эскадрильи истребителей Ляля Суханова. Она истребители водила, говорят, если очень такая, ну, просто единственная, оригинальная, достойнейшая, значит, дочь чеченского народа. Хотя внешне она была очень обаятельная, значит, такой внимательный человек. Я даже с трудом представлял ее за штурвалом, значит, боевого самолета в наушниках. Ну, один раз фотографию увидел, похоже, говорю, Ляля. Так что Ляля Суханова это человек, с которого нам можно и нужно брать пример. Ее вклад, может быть, не столь ощущаемый такой, не так заметен. Она не поэт, не писатель, не артистка была. Вот. Она была летчица. Но тем не менее, значит, это не умаляет, значит, ее значимости и веса в истории нашего народа. Авиация – это сложный процесс. Не каждый человек может стать летчиком, говорит полковник авиации Грудев Асланбек. Не каждый бывает рожден для того, чтобы летать. Там очень сильный отбор. Даже если закончив училище, начинаешь летать, через год мы проходим комиссию ВЛК. Это все основательно проверяют. До 35 лет. Сверх 35 лет ежегодно комиссию. Поэтому у нас физподготовка очень много времени отдавалось.
у нас есть специальные тренажеры, какое, наверное, видите, сейчас колесо вращается, самые в одной плоскости, в двух плоскостях, даже в 3 плоскостях нагрузка самая. И вы это выдерживали? Все должны выдержать элементарно. Потому что мы летаем, когда обучаем, представляешь, 5, если у меня вылетел на сложный пилотаж, это огромная нагрузка. Есть просто простой пилотаж, сложный пилотаж и высший пилотаж. Вот я, например, участвовал в чемпионате Юга России. Я мастер спорта по самолетному спорту. Ты это пилотируешь на больших углах атаки. То есть более 45 градусов, 60 градусов уже это высший пилотаж. А сложный пилотаж, Алмабахар, вот эту 8, потом ведешь полупетля, боевой разворот, самый сложный пилотаж. А простой пилотаж, виражи, крен и то до 45 градусов. Успешно закончив военно-авиационное училище, Ляля стала мастером высшего пилотажа, асом, заслуженным мастером спорта Советского Союза по самолетному спорту, членом сборной Советского Союза. Была летчиком-инструктором, командиром звена реактивных истребителей МиГ-17. Многочисленные публикации тех лет отмечали, что до нее ни одна женщина в Советском Союзе не удостаивалась такой должности на реактивных самолетах. Она входила в десятку лучших летчиков СССР. Из воспоминаний Ляли Насухановой. «Небо, самолеты – это моя жизнь. Я и сейчас закрываю глаза и отчетливо вижу себя в небе, в кабине самолета, и четко знаю, как действовать. Первый успех как летчику, мастеру высшего пилотажа пришел ко мне в Ростове-на-Дону на чемпионате по обратному пилотажу. Особенность этих упражнений в том, что они совершаются в положении вниз головой. Кстати, там я участвовала в личном первенстве, поскольку руководство моего родного Махачкалинского аэроклуба не захотело меня включить в команду. Тем не менее, я заняла 1 место, обойдя 26 мужчин. В Куйбышеве на чемпионате страны я снова участвовала только в личном зачете. Меня снова не включили в команду. И в Куйбышеве я в 1 раз выступила по телевидению и воспользовалась случаем, чтобы заявить на всю страну о необходимости дать возможность женщинам летать на современных реактивных самолетах. После этого ко мне стали приглядываться руководители летчиков и испытателей. Я познакомилась с генералом-майором авиации Пахомовым Алексеем Константиновичем, который являлся заместителем председателя ЦК ДОСААФ, где возглавлял авиацию. Да, это моя заловка была и есть. И она, естественно, у меня, в принципе, была единственная заловка. А познакомилась я с ней, когда я уже выходила замуж. Я у нее была 1 неделю, в общем. Как невесту меня привезли к Ляле с Дика Оларцем. Привезли. На Грибоедова, да? На Грибоедова, 75. Да. И я, конечно, для меня все это было ново. Я только потом узнала, куда меня привезли. Я думаю, надо же мне, куда я попала. Ляля была человек уникальный, просто уникальный. Я просто восхищалась ею. Она все успевала. Настолько она целеустремленная. Какие-то силы у нее были сверхъестественные. Рано утром они уходили с Асланом на полеты. Ларида с Казбеком были маленькие. Я дома оставалась целый день. Они до вечера, уже аж ночью они приходили домой, приезжали. Помимо своих полетов, это была прекрасная жена, прекрасная мама.
Совершенствуя свое летное мастерство и умножая добрую славу о созидательных талантах и возможностях родного народа, Ляля Насуханова участвовала в различных международных, всесоюзных, всероссийских и зональных соревнованиях по самолетному спорту и высшему пилотажу. Она не только участвовала в этих соревнованиях, но и была первой среди победителей. В 1964 году Ляля Насуханова была назначена командиром авиационного звена. До нее ни одна женщина в Советском Союзе не удостаивалась такой должности. Летала на любых типах самолетов и выполняла мастерски все фигуры высшего пилотажа, в том числе на реактивных истребителях МиГах, летать на которых разрешалось даже не всем мужчинам. Она одна из немногих летчиц, имевших налет 2560 часов, а значит, что она провела в воздухе более 17 суток, совершила около 100 прыжков с парашютом, обучила летному делу более 200 летчиков. Да, я встречалась с этой женщиной, мы в Калиновке с ней встречались. Это была очень такая мужественная, такая женщина, я просто поражалась ее. Я на нее смотрела с таким вот восхищением. Она летала на таких самолетах, все такое, это военные самолеты были, это чуть ли не истребители были, на которых она летала. Но это ДСАФовские были, но все равно. Она побеждала на этих соревнованиях, была чемпионка не только нашей там республики, даже России, СССР. Она знаменитая спортсменка была, ее очень уважали всегда. И она была очень гордой женщиной. Вот, я все время на нее смотрела и всегда поражалась ее, как она себя вела, как она могла себя преподнести. Вот такая человек был создан для подражания, что ли, вот она была. В том, что водить самолеты – дело не женское, Ляля Насуханова слышала и раньше, и позже много раз, и от многих людей, особенно от чиновников. Это было еще в 1961 году, когда курсантка Саранского авиационного училища Ляля Насуханова после космического полета Юрия Гагарина стала грезить о полете в космос. Она писала, упорно ходила по разным инстанциям. Ее выслушивали, к ней присматривались, ей обещали, но окончательного решения так и не принимали. Не отказывали, но и не утверждали. И тогда, надеясь на понимание и поддержку земляков, она обратилась ко второму секретарю Чечено-Ингушского обкома КПСС. Но тот, вместо того, чтобы помочь первой чеченке-летчице, нагрубил в ответ: «Женщина должна производить на свет детей, а не лезть в реактивный самолет и тем более в космос». Но Ляля Насуханова не отступала от своей мечты. Она мечтала о космосе и 4 раза подавала заявки на звание космонавта. И все 4 раза ей отказывали. Хотя у нее было достаточно часов пилотирования, и такой же был опыт в парашютном спорте. Я думаю, Ляля гораздо лучше подготовлена была, потому что она летчик. Она эти нагрузки переносит ежедневно. Она обучала. Уже будучи командиром звена, она летчиков своих учить других. С ними проверяет, летает с ними. Если плохо слетал, давай еще раз. Ляля Насуханова мечтала попасть в отряд космонавтов. Много раз обращалась в нужные инстанции. И главной помехой здесь было клеймо спецпереселенца. У нее было много друзей-космонавтов, настоящих легенд советской космонавтики: Владимир Комаров, Андриан Николаев и его супруга Валентина Терешкова, Георгий Береговой, который бывал у нее в гостях в Грозном. Все они старались помочь, ходатайствовали перед ЦК партии, но ничего не вышло. Не могла быть первой женщиной-космонавтом Советского Союза дочь репрессированного народа. «Это обидно», — говорила Ляля Насуханова в своем интервью. «Я входила в лучшую десятку летчиков страны Советского Союза. И ни в теории, ни в практике никогда не уступала своим коллегам-мужчинам. Когда в последний раз я была у космонавтов в Звездном городке, они подарили мне альбом со своими автографами, своего рода утешительный приз за несостоявшийся полет в космос». Но ее
отчислили, я могу ошибаться, но, по-моему, ЦК партии за графу национальности. Были расстроенные космонавты, ее, видимо, любили очень. Я сама видела этот журнал, где портреты всех космонавтов того времени, и они все подписали автограф для Ляли, когда она уезжала. Этот журнал я видела. Она к нам пришла, к нашей маме обращается: Ася, ты что, сыновья дома твои? А мама говорит: что, почему ты спрашиваешь? Да. У меня сегодня в гостях будет летчик-космонавт, знаменитый Георгий Тимофеевич Береговой. У меня есть пианино, дочка учится. Вот. И я бы хотел, чтобы Саид Омарбек и Али украсили наш вечер своей музыкой. Мама: конечно, придут, я их приготовлю, они подойдут. И вот вечером уже, когда постучали нам, дочка, по-моему, Ляли: вас зовут, потому что гость уже пришел. И мы, когда зашли, они на 3-м были, мы на 4-м этаже, ГБД 75, вот под одном подъезде мы жили. И когда мы зашли, мы просто ахнули от удивления. Только по телевизору и в кино мы видели этого воистину мужественного, героического человека Георгия Берегового, знаменитый летчик-космонавт. Вся страна в то время знала поименно всех космонавтов из числа наших легендарных таких личностей, от Гагарина и до последнего еще полета. И мы подошли, к Георгию Тимофеевичу, познакомились, он нас обнял. И Ляля сказала: это сыновья нашего знаменитого музыканта, народного артиста, люди музыкальные, которые в нашу культуру вносят свою достойную лепту. Вот. И Георгий Тимофеевич, я просто сочла нужным пригласить их, чтобы они украсили своим творчеством наш вечер. И в подарок, вам. Вот. Не каждый день, Береговой к нам прилетает, приезжает. Вот. И эти 3 брата, 3 потомственных музыканта порадуют вас своим творчеством. У меня вот такая вот была. Вот эта фотография, которую я вам прислала, да. Это с того вечера, да? Да. Там было несколько фотографий, вот, и в том числе еще одна была, вот, Георгий Тимофеевич, Омарбек и я, справа и слева стоим от него стоим рядом. Мы эти фотографии в классе, везде, всех покоряли. Ух ты, это кто-то, это Береговой. Да что, вы Берегового знаете? Мы познакомились с ним у Ляли Насухановой, нашей соседки, знаменитой летчицы. Она была тоже в отряде космонавтов, вот, готовилась отправиться в космос. Комиссия, решила, по-своему. Ну, Ляля Насуханова, была ли она в космосе или нет, она человек эпохальный. Для нас это, личность, которой мы гордимся всегда и будем гордиться. Может быть, за потоком лет ее имя не так часто, вспоминается, но мы, соседи ее, и те, кто в то время жил, ее помним и чтим до сих пор. Ляля Андарбековна была дружна практически со всеми летчиками-космонавтами Советского Союза. Вот ее награждает Герой Советского Союза Георгий Береговой. А вот она в звездном городке, в окружении своих друзей. А здесь она находится в кабине космического корабля. Это уникальнейшие фотографии, которых никто и никогда не видел. Документы Ляли Насухановой, военный билет, грамоты и дипломы, письма, которые ей писали восторженные школьники. Здравствуйте, Лиля. Сегодня в комсомолке увидела вашу фотографию, решила рассказать. Учусь в 9 классе. С детства мечтаю стать летчиком. Можно ли поступить к вам в клуб и что? Уважаемая Битарова Ляля, извините, что решил побеспокоить вас. Демобилизовался из рядов советской армии, готовился к поступлению в военное летнее училище, прошел комиссию, но меня не допустили к экзаменам, вышел мой возраст. Поехал в другое летнее техническое училище гражданской авиации, но опоздал. Экзамены уже сданы.
Прочитал очерк о вас и решил посоветоваться. Я очень хочу летать. Можно ли мне приехать в ваш аэроклуб? С уважением к вам, город Прокловск, улица Институтская, 90, квартира 63. Узбекистана. Здравствуйте, тетя Ляля. Пишет вам ученица 8 Г-класса школы номер 6 имени Гоголя. Я очень люблю небо, поэтому хочу выбрать себе профессию летчика. Можно ли поступить в летнюю школу после окончания 8 класса? Какие для этого требуются документы и какие предметы очень важны для этой профессии? Умела готовить прекрасно. Помимо всего, дача у нее была. Я удивлялась, какие она делала разнообразные ассорти. Я не видела нигде таких. Закатки, да? Закатки делала, удивительные. Успевала везде, везде. И была прекрасная, хорошая родственница она нам была. Она, как старшая, нас как-то опекала. Я помню, когда меня забирали через неделю уже к себе туда, они на главпочте жили. Она мне сама собственноручно сшила костюм. Мне он понравился очень. Ох, Астягирцева. Все умела она, все. Хорошая была, очень. Хорошие воспоминания. И дети хорошие поэтому. И Ларида, и Казбек. Про Аслана хочется сказать. Он настолько воспитанный. Воспитанный. Да. Такой. Да. Просто удивительный. Хороший семьянин. Хороший отец. Аслана мы все очень любили. Она же по документам проходила уже как Битарова. Битарова. В народе она осталась Насуханова. Насуханова она по маме. Ама Насуханова была ее мама. Это фамилия матери. Своим упорством и профессионализмом Ляля Насуханова доказала, что авиация не менее женское дело, чем мужское. Ее включили в сборную команды Советского Союза на первенство мира. И она стремилась туда. Была даже выписана виза на въезд в Испанию. Но дебют международного масштаба не состоялся. И вот что она говорит в своем интервью. В 1963 году в соревнованиях по высшему пилотажу участвовало 35 женщин. Среди них отобрали 16 лучших для проведения в Москве чемпионата среди женщин по мужской программе. Я заняла 3-е место, уступив чемпионке всего 0,7 балла. Меня включили в сборную Советского Союза для участия в чемпионате мира. Однако мне пришлось отказаться от участия. Я собиралась стать матерью. Мой сын и стал тогда моей самой ценной медалью. Какие трудности она преодолевала, как чеченка. В Казахстане башха уечмыцахал и карцалуш и болч обиеш халахцун. Оши кем уадвасочхает лизген халхдолюч халахцу и кем. Я помню, в те годы мама ее лежала в 9-й горбольнице. Она во дворе, мама с больными воздухом подышать вышла, она с самолета ей букеты бросала. Она была ас. Она должна была быть известной в мире. И я уверена, что она первые места взяла бы. Испания, последняя, вот, где она должна была полететь. У нее выбор быть мамой или это. Высший пилотаж на самолетах. Спорт мужественных, целеустремленных людей. О том спортивном подвиге в Москве газета «Грозненский рабочий» писала в ноябре 1963 года. Цитата. «Наша землячка блеснула выдающимся мастерством и оказалась в числе призеров по достоинству. От нее совсем недалеко ушла обладательница золотой медали, авиационный инженер-москвичка Розалия Шухина. Она набрала 1127,8 очка, а Ляля – 1127,1 балл. И только на 0,7 сильнейшая летчица страны опередила славную дочь нашей Чечено-Ингушетии. Но Шухина летает уже 12 лет и провела в воздухе более 700 часов.
и ей 42 года. У нее колоссальный опыт. А Ляле всего 24, и она делает первые шаги в авиации. Но какие? После соревнований, восхищенный мастерством, мужеством и самообладанием летчицы, космонавт Андриан Николаев написал письмо в газету «Грозненский рабочий». Цитата. «Мы с радостью следим за успехами первой летчицы-чеченки Ляли Насухановой и гордимся ею». Конец цитаты. Как раз где Ляля Насуханова служила, вот я сюда же прибыл. Когда я был назначен сюда, она последний год, как раз я приехал, она последний год отлетала, больше не стала летать. Ушла, уже, как говорится, на полиции работала. Она подтверждает, я с ней имел беседу. Она действительно не просто летчик, она уже была командир звена. То есть уже уровень ее выше был. У нее в подчинении уже 4 летчика было непосредственно. Она летала на МиГ-17. Обучала на учебный есть самолет МиГ-15 с Паркового. Там первая и вторая кабина. Вот. А МиГ-17 там один. Дают добро. Вот садись в боевой самолет и лети. И вот так мы с ней познакомились. Но век службы в авиации недолог. Ей пришлось выбирать между семьей и профессией. Она ушла из авиации и ни разу об этом не пожалела. Посвятила себя педагогике, учила курсантов, работала с молодыми летчиками вначале в Махачкалинском аэроклубе, а затем, до самого ухода на гражданскую работу по выслуге лет, в Центре подготовки летчиков ДСААФ в Грозном. На встречах со знаменитой спортсменкой в школах, вузах, на предприятиях зал всегда был полон. Она получала сотни писем от молодежи с вопросами, какую выбрать профессию, как стать счастливой, независимой. Она встречалась с молодежью и восторженно рассказывала о своей профессии, призывая юношей и девушек связать свое будущее с авиацией. Однако мало кто отзывался на ее призывы, и в летчики не шел. Не каждому дано, дано только избранным. И тут стоит задаться глубоко философским вопросом. Она ли небо избрала? Или небо выбрало ее? Я выбрал. Раз я отказался от того, куда хотел поступать, и пошел туда, значит, я ее выбрал, правильно же? А с другой стороны, вы прошли те критерии, которые не проходили другие. Значит, вот оно вас выбрало. Ведь не каждый может быть летчиком. Конечно, не каждый второй, да. Не каждый 10-й даже. Да. Тогда, значит, оно вас выбрало. В последующем, не знаю, но в начале стремление моего было. Я выбирал. Очень сложная эта профессия, мужественная, героическая. Просто неудобно говорить, ты идешь утром, обычно говорят люди, на работу же, а мы на службу. Будет ли путь обратный? Черт все знает, правильно? Я целый день летаю. Взлет, посадка, взлет, посадка, взлет. Обучаешь, проверяешь. Ляля Насуханова обладала незаурядным природным умом, независимым характером, огромным потенциалом общественного и государственного деятеля. Была лидером по натуре, ведущей. Работала в райкоме, обкоме, выдвигалась по профсоюзной линии на общественную работу. К ней шли за помощью те, кто не мог добиться справедливости у власти. Особенно Ляля Андарбековна добивалась разрешения проблемы, когда дело касалось женщин. Она была везде на виду, на трибунах в первомайские праздники, на съездах, на встречах дорогих гостей. Была и общественным деятелем. Я знаю, не только депутатом она была, она сколько много полезного сделала и по части, значит, для улучшения, значит, бытовых других, значит, условий нашего двора и дома. Я знаю, что часто и ремонт у нас делали, она, видимо,
знала, как и к кому обратиться. Я знаю, что многие люди, узнав, что она у нас, наша соседка, приходили к ней и своими какими-то насущными просьбами, вопросами, и она их решала. Будучи в структурах государственных, вхожа, она решала многие проблемы и людей. Огромный у нее был авторитет. Тогда первый секретарь обкома партии, обкома КПСС, считался как бы, значит, бесспорным, значит, главой, значит, региона. И вот я знаю, что, значит, и первый секретарь обкома партии, меняясь даже, они считали, значит, за честь с ней познакомиться. Но шутка ли, она была в составе отряда космонавтов Советского Союза. Первая летчица, знаменитая, о которой так глубоко и тепло отзывались и космонавты, коллеги. Значит, потому что Ляля Насуханова – это был знаковый человек в нашей республике. По словам народной артистки России Зулай Багаловой, ее интервью с Лялей Насухановой получилось очень грустным, и чувствовалась в ее словах какая-то грусть и обида. На эту страну, которая разорвала человеческие судьбы на части, души разбила на зеркала, в мелких осколках которых уже не отражалось то самое человеческое счастье, которое было уничтожено. Во вторую военную кампанию Ляля Андарбековна покинула Грозный, потому что оставаться здесь уже было опасно. Если в Первую войну она не покидала этот город, то сейчас это было невозможным. Она уехала в Северную Осетию, к родственникам супруга, и там ее следы практически затерялись. И только через год до нашей республики стали доходить страшные известия. Она сюда, вот здесь тоже, когда последняя была война, она сюда приехала, и после этого она уже, это было 1999 год, вот последняя война, она вот прощалась со мной, они говорят, мы переезжаем в Осетию от войны. А потом, значит, через некоторое время там вот это у нее заболелась и умерла. Ну, уже когда боевые действия начались, всех раскидала судьба. И, наверное, так случилось, что и Ляле пришлось, спасая семью, искать, значит, какой-то путь, чтобы избежать трагедии. Но, конечно, весть о ее кончине тяжело отозвалась и в моем сердце, и в сердце многих людей, которые ее знали хорошо. Но да, да примет Всевышний ее в раю. Она настоящий человек, настоящая дочь своего народа. Вот. И много сделала для людей. Это ей воздастся. Добро еще никогда не оставалось без внимания Всевышнего. Ляля Насуханова – настоящая легенда. Человек, на которого равнялось несколько поколений нашего народа. В 2000 году на родине Ляли Насухановой шла жестокая война. Потому последний свой приют она нашла неподалеку от города Моздок. В селении Хурикау находится ее могила. О Ляле надо говорить, нужно говорить очень много. И не только я-то много не могу сказать, но она в моей книге, я успела это интервью у нее взять. То, что там не написано, вот то, что я знаю, что она во время войны, она не уезжала отсюда ни на один день. Она сопротивлялась с военными, с офицерами. Она вела себя мужественно, как военный летчик. Это был честный, скромный человек. Это наша гордость. Аз эмшен дуалялер, os военничана дуал дош ал шбахаца бахш, дуал кунлеца цун дереги хуштер. И дерхес дал геш дуалялер.
Ляля Насуханова была знаменитой на весь Советский Союз чеченка-летчица, о которой писали статьи журналисты, писали книги, дружили звезды искусства, общественные деятели страны. Ляля Насуханова стала первой и единственной чеченкой-женщиной, которая, оторвав от земной тверди железную машину, подняла ее в небо и покорила его, вписав навеки свое имя в историю нашей республики, имя, которое стало ее народным достоянием.